Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air. С вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. 14 февраля все причастные отметили День Святого Валентина. Традиционно в этот день влюбленные устраивают друг другу милые сюрпризы и признаются в любви. Пожалуй, у каждого человека в мире есть что вспомнить об этом светлом и незабываемом чувстве. Наши коллеги из Якутского Саха-информационного агентства провели опрос среди якутян о том, какие воспоминания у них остались о первых романтических чувствах. Давайте посмотрим. Помню, конечно. Да, помню свою первую любовь, это мой муж. Свою первую любовь, да, конечно, в школе. Помню. Да, конечно, я помню, это было в школе, я училась в 9 классе, а мальчик учился в 11 классе. Ну как, школьные времена, так познакомились, так мы живем до сих пор. Познакомились в 2017 году еще, сейчас вот 6-й год. Ну, где мы учились в 5 классе, в 14-й школе в городе Якутске. Ну, это первая школьная любовь, поэтому она навсегда запомнится, и с мальчиком дружили, и я бегала от него, а я от него, он за мной. Такие были у нас сильные чувства. И потом как-то я вот уехала учиться в другой город, и постепенно, наверное, любовь уже пошла. Ну и дети у нас, все у нас нормально. В этом году, надеюсь, уже будет брак официальный. Мы в гражданском браке пока что, да, затянуло нас. Хороший был день, лето, очень рада, что познакомились, вот, крутое на меня. Конечно, мы в кино ходили, выехал. Так я, ну, это школьная любовь. Кстати, о романтике. Мои коллеги из передачи «Утро Якутии» составили рейтинг самых романтических мест Якутии по отзывам подписчиков. Так, самым романтичным местом, где можно сделать предложение или признаться в любви, посчитали Сопку любви. Действительно, это место сегодня считается самой романтичной точкой в столице Якутии. Там не только имеются отличные развлекательные места, но есть возможность встретить красивейшие рассветы и закаты, как зимой, так и летом. На второй строчке расположились Табагинский и Кангаласский мысы. Это не только красивый вид на могущественную реку Лена, но и замечательные виды нашей природы. Сюда, конечно же, можно быстро доехать на машине. И тройку самых романтичных мест Якутии замыкают Ленские столбы. Действительно, природный парк Ленские столбы – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальное место, где влюбленные могут признаться друг другу в любви. Отсюда открываются красивые виды не только на реку Лена, но и на красивую, богатую природу Якутии. Вдали от городской суеты можно полностью погрузиться в атмосферу природной идиллии. А еще подписчики отметили традиционные концерты, посвященные любви, и в целом посчитали, что романтику можно словить практически везде. Главное – быть влюбленным и смотреть на мир влюбленными глазами. А в контактном зоопарке снова пополнение. У обезьянок белоухих игрунок появились 2 малыша. Сотрудники поделились забавным видео этого семейства. Новоиспеченная мамочка с папочкой в лучших романтических традициях держатся за руки. А вообще молодая родительница неплохо устроилась. Пока она лакомится вкусностями, дети цепко держатся за папу. Тем временем хорошие новости пришли из Сунтарского улуса. Там уже весна. Автор видео рассказывает, что у них уже 2-й день как потеплело и капает с крыш. К слову, там сейчас установилась температура в минус 15 градусов.
В Верхневилюйской средней школе номер 2 прошло традиционное мероприятие в честь Дня родного языка и письменности. С самого утра гости пришли одетые в национальные якутские наряды. Их традиционно встретили с оладьями и алгысом. В этот день посетителям представили выставку старинных якутских книг, а ученики школы показали музыкальный концерт. Ну а закончилось торжественное мероприятие, конечно же, традиционным якутским танцем «Гохай». Запевалой выступил выпускник школы, который сейчас проходит практику в стенах родного заведения, Сергей Алексеев. Алроса представила мультфильм по книге «Колодец сказок». В сборник вошли сказки, написанные детьми. Герои рассказывают о том, как заботиться об окружающей среде и быть вежливым. Мультфильмы транслируются на якутском, русском и адвентийском языках. Их можно посмотреть на детском YouTube-канале Чохон и на телеканале Мамонт. А в Якутске тем временем прошли соревнования по зимнему дрифту Donatsu Ice Drift. Несмотря на 43-градусный мороз, на озере Чучун-Моран собрались 44 гонщика и продемонстрировали свое мастерство в управляемом заносе. Гонки вызвали настоящий ажиотаж. Считается, что это самые экстремальные соревнования в автоспорте. В Якутске они проходят уже более 10 лет. В первом этапе победителем стал Богдан Ардахов на автомобиле ВАЗ-2102. Второй этап состоится 5 марта. Тем временем возраст экстремальному спорту не помеха. В 4-м зимнем экстремальном марафонском пробеге «Полюс холода Аймекон» на дистанцию 5 километров второе место заняла Варвара Макарова, которой 79 лет. От души поздравляем Варвару Григорьевну. И напоследок предлагаю посмотреть сюжет о Валентине и Валентине. Валентин и Валентина познакомились в Хандыге, в отчим доме Кокшиневых в 1962 году. Молодая девушка квартировала у родителей красавца Вали, когда он вернулся после обучения в Хабаровске. Валентина только приехала из Якутска и работала портной в пошивочной мастерской. Через год Валентин и Валентина поженились, а еще через 4 родился единственный сын Саша. В этом году Валентине Ивановне исполнится 82 года, а Валентину Александровичу 86. Оба ветераны труда, дети войны. Ну, надо любить, уважать, друг другу уступать. Где-то уступать надо, все равно. Всяко же бывает в семье. Ну, где-то, может, и поругаешься, но все равно уступать надо. Надо мириться. Он всю жизнь проработал в пожарной службе. Она в райбыткомбинате. Сын Александр – сварщик на водоканале, но в последнее время болеет. Сейчас единственная мечта супругов, чтобы он выздоровел, ведь для всех родителей здоровье детей важнее всего. В данный момент, чтобы сын поправился, это одно, а она всегда меня любит и уважает. Вот. Она все время за мной ухаживает, присматривает, вот, как за ребенком, честное слово. Супруги Кокшиневы справили 50-55 лет совместной жизни, а в этом году будет бриллиантовая свадьба. Они всюду вместе, гуляют, отдыхают, трудятся на своем огороде. Залог долголетия брака в понимании, уважении и любви, считают супруги. Она его любя зовет Валек, а он Валечка, голубка. Так и живут наши Валентин и Валентина Кокшиневы из поселка Хандыга. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Присылайте свои интересные новости на наш телеграм-канал, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.